Тем временем в Коми утвердили порядок выдачи спецпропусков для сотрудников предприятий и организаций на время действия режима самоизоляции. Напомню, он был введен на территории республики с 0 часов 31 марта. Исключения касаются работников организаций и предприятий, чья деятельность не приостановлена в соответствии с указом президента России. Для них администрацией главы Коми разработаны формы временного пропуска для следования к месту работы и обратно, а также пропуска на служебный транспорт. Этот вопрос рассмотрели на заседании Республиканского межведомственного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Заседание по поручению Сергея Гапликова провел первый вице-премьер регионального правительства Михаил Порядин. Самое главное не паниковать. Ситуация у нас проявлена таким образом, потому что мы ее управляем, потому что мы не занижаем цифры, и мы стараемся максимально помочь нашим людям с диагностикой и с локализацией очага. Для того, чтобы упростить работу Роспотребнадзору и медикам, мы приняли решение об ограничении перемещений граждан, так же, как в Москве. Чрезвычайный режим ЧС и чрезвычайную ситуацию мы сейчас не вводим в силу понятных обстоятельств. Да, нужно действовать последовательно, исходя из развития ситуации. Наша задача поэтапно двигаться и ограничивать людей с тем, чтобы они не путешествовали и не заражали друг друга. Если мы их локализуем и они запрутся по домам, мы снизим пик заболеваемости. Формы временных пропусков и порядок их выдачи размещены в специальном разделе, посвященном коронавирусной инфекции, на официальном портале республики. В Коми также временно прекращены все межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Министерству инвестиций, промышленности и транспорта Коми поставлена задача проанализировать потребность перевозки сотрудников промышленных предприятий собственным и привлеченным транспортом. Так, ряд предприятий уже сформировали логистическую схему и организовали перевозку своих сотрудников. Остальные предприятия еще решают этот вопрос. И еще одна важная новость. С 1 апреля в детских садах Сыктывкара отменяется работа групп присмотра и ухода за детьми. Соответствующее решение принято муниципальной санитарно-противоэпидемической комиссией в связи с введением на территории Коми всеобщей самоизоляции граждан.